Автопробег и марш в сторону оккупантов. Так, на границе с Крымом отпраздновали годовщину гражданской блокады Крыма. Мероприятие посетили сотни гостей из Крыма, материка и Турции. Подробнее в нашем сюжете. С крымско-татарскими и украинскими флагами активисты собираются вдоль трассы возле поселка Новоалексеевка. Колонна идет на Крым. Первая остановка возле штаба гражданской блокады Крыма. Тут небольшой инструктаж. Все готовы, вышли с машины. Развернув государственные и крымско-татарские флаги, активисты пошли в сторону контрольно-пропускного пункта Чангар. Во главе колонны идут бойцы батальона имени Намана Челебичихана. К участникам марша присоединилась и Адиле Бита, приехавшая утром из Симферополя. Крым – наша земля, наша родина. Я пришла поддержать акцию. Пусть освободят нашу землю. Активисты дошли до буферной зоны. На время акции административную границу закрыли. Оккупанты подогнали военную технику. На ней российские журналисты с камерами. К шлагбауму украинские пограничники пропустили лишь главу Меджлиса и координатора блокады Крыма. Бандиты, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура. Бандиты, которые уничтожают собственно Россию. Собственно Россию. Они пришли на нашу крымскую землю, на украинскую землю. Этим, конечно, пощады не будет. Их будет находить международное преследование повсюду. Мы возвратимся в Крым намного раньше, чем вам думается. Намного раньше, чем вам хочется. До встречи со всеми нашими людьми в Крыму. А все остальные, переправа открыта. Паромы ходят, штормов пока нету. Домой, в Россию. Затем прошел небольшой митинг. Исполнили украинские и крымско-татарские гимны. Из штаба блокады выпустили воздушные шары с кодексом для крымских татар и с петардами для оккупантов. Мы еще раз показали, что мы можем собраться. Мы переформатировали в блокаду в гражданское формирование. И сегодняшним днем еще раз мы показали, что тот день вот этого вот прохода нашего в Крым, по той дороге, по которой проходили наши старики в свое время, когда заезжали в Крым, и мы в один день пройдем. И мы этот день готовим и приближаем, как мы можем. Поэтому Бог нам эту землю дал, и никакой русский солдат ее никогда у нас не заберет. Это Крым, это крымско-татарская земля, и будет всегда, вечно. Так и будет. Год назад крымских татар и блокаду поддержали некоторые украинские организации и батальоны. Их представители приехали отметить годовщину начала акции. Мы добились того, чтобы Кабинет министров, скажем, принял постановление, отменил этот ганебный закон. Мы много добились чего, но самое главное – это восстановление чести, когда мы смогли донести и украинскому народу, и нашему правительству, и мировой общественности, что мы не смиримся с тем, что у нас аннексировали часть нашей территории, часть нашего сердца, и мы будем бороться до конца. До победы будем здесь. Пока в Крым не войдем, пока Крым не будет окончательно украинским, пока Крым наш, поэтому буду до конца стоять. Аллах шметете, будем в Крыму, вот это будет самая большая награда нам. Поддержать активистов приехала делегация из диаспоры крымских татар Турции. Они уверены, оккупация Крыма вскоре завершится, и все смогут туда спокойно заезжать. Эта оккупация долго не продлится, мы в это верим. Ни одна цивилизованная страна не признает этого, мир не признает.
Уже в центре Новоалексеевки установили сцену. Инициаторы блокады наградили ее активных участников медалями. Первый год блокады на Чангаре завершился концертом. Собравшихся угостили праздничным тортом. Шевкет Наматулаев, Исмаил Газиев, Асан Иминов, Эльдар Исматов, Эльдар Сеттаров, Заман, АТР.